Сегодня мы начнем изучать историю партии, историю коммунистической партии. Так, вот можете так и записать, тема так и будет называться. Значит, смотрите, мы с вами, я вот по этой теме, в частности, да, использую вот такая книжка есть, да, вот она рекомендуется тоже. Автор Боровиков Александр Петрович, по-моему, А.П. Так, вот. Боровиков, у него называется книга «Начало марксизма-ленинизма». В общем-то, Москва, 2011 год. Боровиков «Начало марксизма-ленинизма», да. Москва, 1911 год. Книга неплохая, ее рекомендуют каждый год в этих примерной тематике. Это, по-моему, ленинградский автор. Ага. И я, можно сказать, от него и отталкиваюсь. У него тоже есть такой раздел, называется, раздел 2, да, называется «Коммунистическая партия, носитель марксизма-ленинизма». Так? Вот это второй раздел. Первый раздел, давайте я вам по содержанию этой книги скажу, да. Книга, значит, смотрите, она разбита на 4 раздела, на 3 раздела, извиняюсь, 3 раздела. Раздел 1 называется «Истоки», мы позже будем это изучать. «Истоки, облик и исторические судьбы марксизма-ленинизма». Так? Можете пока прослушать, да? «Истоки, облик и исторические судьбы марксизма-ленинизма». Это первый раздел, это как бы основы марксизма-ленинизма дает в первом разделе Боровиков. Во втором разделе называется «Коммунистическая партия, носитель марксизма-ленинизма». Именно речь идет о создании, возникновении коммунистических партий и особенности нашей именно партии, нашей истории и нашей партии. И третий раздел, тут тоже, возможно, мы его затронем, так, он называется «Стратегия и тактика коммунистов, марксизм, ленинизм в действии». У нас ЦК сейчас главный штаб, да, он стратегические планы ставит, есть программы, есть другие программы, программа Победы и так далее, да, это стратегия. И тактика, тактика обычно нашего ЦК, нашей партии, она вырабатывается на пленумах, а на съездах обычно более стратегические вопросы такие рассматривают. Тактика это как говорится, то выборная кампания какая-то подходит, то, значит, какие-то крупные праздники. 80 лет Великой Победы, соответственно, уже, и вы знаете, и Путин, президент, уже поднял вопрос о подготовке, и тем более Компартия тоже будет готовиться, потому что Великая Победа в Великой Отечественной войне, конечно, была в значительной мере, один из источников победы, это было руководство коммунистической партии во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Поэтому без партии, если они партию не упомянут, власти, то это будет ошибка. Они обычно, да, как-то стараются не показывать заслуги нашей партии. Так, и мы переходим, да, значит, в этом разделе первая глава называется «Возникновение коммунистических партий». Так? То есть мы пойдем немножко издалека, с Европы, и дойдем. Сегодня вообще рассмотрим развитие этих партий в Европе. Потому что Европа, сейчас я читаю лекции первокурсникам, горнякам, да, Европа первой вступила на путь, на рельсы капитализма. Если феодализм возникал как бы примерно одновременно, но в разных цивилизациях, там 5-6 разных цивилизаций было, да, феодализм как бы возникал в разных местах, примерно в одно время там, то капитализм пошел с Европы. Почему Европа? Потому что Европа получила определенное преимущество, там, исходя из своего географического, климатических. И, с другой стороны, Европа, значит, продвинулась вперед в экономическом и в научно-техническом положении. То есть у них там огнестрельное оружие раньше появилось. И используя это, вы знаете, они начали колониальные войны. Еще со времен Колумба, там, после Колумба и так далее. Капитализм, да, капитализм зародился в Европе и потом распространился по всему миру.
Там 3 революции, вот я студентам говорю. Сначала Нидерландская революция, да, это вторая половина 16-го, начало 17 века. Потом Английская революция грянула, это где-то середина, конец, там, вторая половина 17 века. И еще через век, самая главная революция буржуазная, это французская, Великая французская буржуазная революция, конец 18 века. И вот, ну, я там, да, им говорю, если Нидерландская революция, она имела такое, ну, региональное, скажем, значение, да, английская имела уже европейское значение, так, даже наш царь тогда, Алексей Михайлович, второй из Романовых, да, попытался подавить эту революцию, предлагал создать коалицию европейским монархам, но его не поддержали, так, ну, потому что англичане первые начали казнить монархов. Вот они казнили своего короля Карла I, голову отрубили. Потом французы будут рубить голову. Голову? Да. Значит, потом французы, французская революция, значит, доведет до того, что, значит, отрубят голову гильотиной Людовику XVI и его жене Марии Антуанетте. Мария Антуанетта, так? Это австрийская, по-моему, принцесса была. Они женщин даже казнили. Вот в России этого не было, ни в древние века, ни тем более в современности, да, это самое. Женщин обычно садили в монастыри, туда-сюда, в общем, на пожизненное, скажем. А вот мужчин, конечно, казнили, да, это было. Вот это такие вот моменты, ну и поэтому мы вот сегодня рассмотрим, ну как раз связано это будет с Марксом Энгельсом, да, вот они одни из первых создателей коммунистической партии. Ну, подойдем постепенно. Значит, смотрите. Значит, первая глава возникновения коммунистических партий и первый параграф партии как важнейший субъект политики. Партии как важнейший субъект политики. Ну, слово партия, латинское слово, означает часть чего-то, часть целого. Так? Партия. Ну, таким образом считается, что партия это часть населения, группы людей, имеющих единые интересы, взгляды, цели. Вот партия как бы часть определенной группы населения. Политические партии, это есть образования сугубо классовые. Вот это можете отметить себе. Политические партии есть образования сугубо классовые. В отличие от, значит, обычной там, части людей, да? Вот, политические партии. Их возникновение связано с расколом человечества на антагонистические классы и появление в его жизни классовой борьбе. Ну, в жизни человечества. То есть, ну, в определенной мере можно говорить о появлении, ну, тогда еще не партии, конечно, но какие-то определенные группы возникли, да, классы возникли, которые, начиная с рабовладельческого общества. Вот рабовладельцы и рабы были антагонисты, они вели борьбу между собой. Да? Потом феодальная эпоха, довольно длительная, у нас 1000 лет, в Европе тоже долгое время феодализм сохранялся. Так? Там основные противники кто? Феодалы, помещики у нас, да, и крестьяне, зависимые крестьяне. Вот. Ну и, наконец, капитализм, когда подходит, тут сейчас вот до сих пор эту эпоху мы переживаем в определенной мере, да, хотя уже возникла новая формация, начиная с нашей страны, потом с Китая, да, но пока капитализм еще преобладает в мире, да, сейчас основные противники кто? Капиталисты, так, и рабочие, вот рабочий класс. Ну или сейчас более шире берут, все наемные работники, все трудящиеся, они противостоят предпринимателям, олигархам и так далее. Так, вот, так что политические партии таким образом возникают в классовом обществе. Ну, конечно, эти партии, вот они более уже конкретно формируются в эпоху капитализма. До этого, значит, все равно какие-то определенная борьба шла. И даже в предыдущих антагонистических обществах. Так, теперь... Так, борьба партии выступает как более-менее адекватное проявление отношений различных классов друг к другу. Составляет самое цельное, полное
и оформленное выражение классовой борьбы. Ну, то есть классы, да, вернее партии вот они наиболее ярко показывают борьбу классов. Сами классы, ну, как у нас говорят, да, народ безмолвствовал там и все такое, да? А вот партии, они, являясь авангардами той или иной группы населения, того или иного класса, они именно вот они выражают классовую борьбу очень более ярко, выпукло и так далее. Дальше идем, да. Совокупный исторический опыт показывает, что каждой подлинной политической партии присущи, по крайней мере, 5 главных признаков. Вот политические партии, значит, включают 5 главных признаков. Первый признак. Партия, вбирает в себя наиболее сознательную, активную часть какого-либо класса, слоя и опирается на них. То есть партия – это самая сознательная, активная часть какого-либо класса или слоя. Ну, мы говорим авангард, пролетариата там, и так далее. Вот это партия. Второй признак. Значит, деятельность партии направлена на завоевание, удержание и использование политической власти в соответствии с волей и интересами данного класса или социального слоя. То есть все партии ведут борьбу за власть. Это главная цель. Это в любой программе, в любой партии. Вот. Даже буржуазные партии, сейчас вот все эти ЛДПР там, и так далее, да, они тоже ведут борьбу за власть, вот, но в основном они поддакивают нынешней власти, да. Вот. А вот наша партия, она стремится все-таки эту власть тем или иным путем сместить и вернуть советскую власть, значит, обновленный социализм. Ну, к этому тоже подойдем. Теперь третье. Значит, партии свойственна более-менее четкая организационная структура и фиксированное членство. То есть партия это не размытая какая-то там вот группировка, да? А у них должна быть, вот, у всех же устав, все они живут по уставу, должны, по крайней мере. То есть у них организационная структура и членство. Вот член той или иной партии, ты должен быть там, знать устав, программу, и выполнять ее и так далее. Это организованная, как говорится, группа. Вот. Четвертый признак. Значит, у партии должна быть политическая идеология, являющаяся ее мировоззрением. Ой, извиняюсь. Немножко. Так. Ее мировоззрением и теоретической базой деятельности. То есть любая партия, по идее, по-хорошему, должна иметь политическую идеологию. Ну вот в нашей партии это марксизм, ленинизм. Что там имеют буржуазные? Ну буржуазные тоже, у них идеология есть, хотя они там говорят, вот мы там, как говорится, против всяких идеологий и так далее. Буржуазная идеология все равно есть. Вот у них определенные, как говорится, какие-то постулаты, они придерживаются их и пытаются на них опираться. А у нас вот марксизм-ленинизм – это наше мировоззрение и наша теоретическая база. Вот мы отталкиваемся от этого. Так, и пятый признак, значит, партия должна иметь программу и устав, где сформулированы ее цели, задачи, принципы строения и поведения. То есть каждая партия по-хорошему должна иметь программу и устав. Ну, не знаю, вот нынешние партии, кроме нашей, конечно, имеют программу и устав. Ну, наверное, имеют, я так думаю. По идее, должны. Иначе какие они партии, да? Значит, вот эти 5 признаков, которые должны быть присущи, свойственны любой партии. Ну, прежде всего, нашей. Благодаря этим своим качествам партии, да, партии представляют собой авангард классов, слоев, выступают. Сейчас, так. Выступает их коллективным политическим руководителем. Вот. Ну, партии просвещают, объединяют и мобилизуют классы или слои какие-то населения.
на достижение нужных целей, решение нужных задач, направляет их действия по нужному руслу. То есть вот партия выступает коллективным политическим руководителем любого класса или слоя, да? Вот. И они занимаются чем? Просвещением, объединением, мобилизацией. Вот. Дальше. В марксизме-ленинизме содержится четкое указание относительно критерия определения типа конкретных партий, выяснения их природы. Значит, в марксизме содержатся четкие указания относительно критерий. Критерии, то есть определенные значит, качества, которыми должны обладать партии. Да? Критерии определения типа конкретных партий и выяснения их природы. Вот сейчас мы даем, да? Это позволяет узнать, какие партии на политической арене действуют и какого отношения они к себе заслуживают. Вот исходя из этого. Исходным здесь является положение о том, что поскольку партии представляют собой организации соответствующего класса, то тип любой партии в первую очередь обуславливается ее классовой сущностью. И чтобы правильно установить, к какому типу данная партия принадлежит, надо выяснить, какова ее классовая сущность. Вот это вот момент, Марина Петровна, смотрите. Значит, тип любой партии в первую очередь обусловливается ее классовой сущностью. Вот это вот, по крайней мере, вы должны иметь в виду. И поэтому, чтобы вот, определить, да, чтобы правильно установить, к какому типу данная партия принадлежит, надо выяснить, какова ее классовая сущность. Вот как это сделать? Вот как выяснить, да, сейчас сколько партий у нас? У нас сейчас в стране более 50. Раньше вообще было там больше 200 или 300 партий когда-то в 90-е годы. Все это, конечно. Вот как это сделать? Может быть, по названию определить, да, ЛДПР. Либерально-демократическая там, нет, говорит Боровиков, так не пойдет, да, или марксизм говорит, да, марксистская идеология. По названию, вот название партии часто не соответствует ее классовой сущности. Они могут называться народная партия, да, мы за народ, а на самом деле это буржуазная партия, может быть. Они, то есть, защищают верхушку общества, народа. А пишут народная партия там и так далее, да, Гоминдан, допустим, в Китае был. Народная партия в переводе. Так, может быть, по социальному составу, вот в партию смотрим, кто там вошел в ЛДПР или Справедливую Россию и так далее. Тоже говорят, нет, по социальному составу тоже не определить, нельзя определить, да? Потому что социальный состав указывает на социальную опору партии, которая не всегда совпадает с ее классовой сущностью. Ну вот они опираются, там ЛДПР, на кого опирается? Помните, Жириновский, он разыгрывал национальную карту, вот он кричал, мы за русских и так далее, да? Ну и что? А по сути ЛДПР это буржуазная партия, мелкобуржуазная партия, допустим, да? То есть они в конечном итоге, как бы он там ни кричал, Жириновский и сейчас его последователи, они во всем почти поддерживают существующую власть, Единую Россию. Они редко что-то там возражают. Ну, на словах он там кричал, то, все, пятое, десятое. Критиковал вроде бы, но очень осторожно, хитрый политик, да. Так, теперь, может быть, партии можно определить по программам и лозунгам, и опять нет, говорят марксисты, да. Знаете почему? Нередко, вот, значит, программы и лозунги не отражают классовую сущность. Вот у них в программе все хорошо написано, мы за народ, мы то, все и так далее, да. Лозунги: даешь высокую зарплату, там, или даешь еще что-то. А на самом деле, вот та же ЛДПР может, и кто угодно там, Справедливая Россия, новые люди тоже могут кричать, что мы, значит, против там повышения цен, мы за высокую зарплату населения, мы за то, за другое, да. А лозунги не отражают все равно их суть. По сути дела, и новые люди, это партия предпринимателей, тоже буржуазная партия. Вот. Или мелкобуржуазная, по крайней мере. По замечанию Маркса, да, он говорил так: подобно тому, как в обыденной жизни проводят различия между тем, что человек думает и говорит о себе. Вот что о себе говорит товарищ Алексеев? Что он хороший человек и так далее, да? Вот.
о себе и тем, что он есть и что он делает на самом деле. Ну, вот надо смотреть, да. Товарищ Алексеев может рассказывать о себе большие заслуги и так далее. Ну, я так, к примеру, говорю, Саша, да. А на самом деле мы проверяем, а он там, как говорится, это самое. На самом деле он из-под тишка там поддакивает Путину или еще что-нибудь и так далее. Ну, я не хочу сказать, вот сейчас мы дойдем, да, что вот у нас же ЦК, в общем-то, внешнюю политику, вот эту специальную военную операцию все-таки поддерживал. То есть Путин мог в какой-то мере согласен с тем, что надо вот этот вопрос как-то решать. Так, ну, вот, и вот он говорил так, как к человеку, который о себе говорит, но смотрим, что он делает, так же и в политике, тем более, говорит, в политике, следует проводить различия между фразами, иллюзиями партии и их действительной природой, между их представлениями о себе и их реальной сущностью. То есть они вот много могут рассказывать о том, что они защищают интересы народа там, и так далее, а на деле будут голосовать за Путина, за Единую Россию, там, поддерживать все их, как говорится, предложения. То есть это тут вот такая разница. Так, отсюда классовая сущность любой партии всецело определяется тем, волю какого класса, социального слоя данная партия выражает. В интересах какого класса или социального слоя она фактически действует. Ну, вот классовый подход у нас один из главных в марксизме-ленинизме. Так, теперь вот смотрите. Ага, вот Ленин что говорит по этому поводу. Да? Чтобы разобраться в партийной борьбе, указывает Ленин, да, не надо верить на слово, а надо изучать действительную историю партий, изучать не столько то, что партии о себе говорят, а то, что они делают, как они поступают при решении разных политических вопросов, как они ведут себя в делах, затрагивающих жизненные интересы разных классов общества, помещиков, капиталистов, крестьян, рабочих и так далее. То есть вот на словах они могут говорить одно, а вот поддерживать в то же время совсем другое, другие классы. То есть Ленин тоже говорит, что надо смотреть по делам. Так, ну и в соответствии со значенными критериями, вот которые мы там впереди 5 критериев, да, отметили, правомочно выделить 3 основных типа современных политических партий. 3 типа существует, на самом деле, да. Первое, буржуазные партии. Они выражают волю различных слоев крупной буржуазии, как правило, да, действуют в их интересах. Вот та же Единая Россия, они могут тоже много шуметь, и Путин выступает, что вот мы социальное государство, мы то, все и так далее. Но объективно они выражают интересы крупной буржуазии, то есть олигархов. То есть они объективно работают вот именно на верхушку общества. А их всего там 300 семей у нас, которые чуть не половину бюджета в своих руках держат. Ну, 40% финансовых ресурсов страны вот эти 300 богатых олигархических семей держат. Ну, у нас сейчас и миллионеры, и миллиардеры, наверное, ну, в рублях-то миллиардеры, конечно, есть. Так, второе, мелкобуржуазные партии. Мелкобуржуазные партии, они выражают волю средних слоев города и деревни. Так? Вот, действуют в их интересах. Ну, средние слои, знаете, вот это вот понятие, средний класс, на Западе сейчас популярен очень и так далее. Кого относить к среднему классу? Ну, в общем-то, это мелкая буржуазия, говорим мы, да. Ну, конечно, это может быть и интеллигенция какая-то, да, это могут быть зашиточные слои любого класса, да, вот. И крестьянство, и даже рабочие есть, вот, зажиточные там какие-то, да, вот, ну, подкормленные буржуазии, вот эти вот средние классы, да, это мелкобуржуазные партии. Кстати, вот Маркс и Энгельс всегда говорили, что основную борьбу ведут буржуазные и рабочие партии, а мелкобуржуазия, она между ними. Вот ЛДПР, Марина Петровна, ЛДПР, Справедливая Россия, там, Новые люди, это, скорее всего, это все мелкобуржуазные партии. Единая Россия это крупный капитал поддерживает. А эти, якобы мы защищаем там, да, средние слои, вот, там, ну, или широкие народные массы. На самом деле они, конечно... А мелкая буржуазия, она, знаете, она в конечном итоге, как говорил Маркс, они потом будут раскалываться. Часть пойдут за крупной буржуазией,
за буржуазными партиями, а часть перейдут в поддержку рабочих партий. То есть вот это прослойка. Ну, хотя мелкобуржуазная, у нас вот наше государство, к сожалению, это мелкобуржуазных слоев очень много. И психология у нас в значительной мере. Ну, потому что мы крестьянская страна были, когда в 17 году. Вот даже Китай тоже крестьянская страна. Но, тем не менее, конечно, вот сумели одержать победу и начали строить. Но мелкобуржуазная психология, стихия, говорят, она очень опасна. Ленин предупреждал, может, и Маркс предупреждал, да? Вот она может захлестнуть. Их много. Так? Но они не могут вот конкретно... Вот это третий путь. Помните, вот в годы гражданской войны воевали белые и красные, и были вот махновцы там и так далее, да? Зеленые так называемые, которые пытались найти третий путь. Ну, это крестьяне. Это в основном крестьяне, крестьянские партии. Вот, зажиточные в основном они интересы выражают, зажиточного крестьянства. Вот эти махновцы и так далее. Им не нравились ни красные, ни белые, хотели какой-то третий путь. А такого в истории не может быть. В конечном итоге главные классы это вот буржуазия и рабочий класс. А все эти мелкобуржуазные элементы, они так или иначе потом переходят или в тот, или в этот лагерь. Так, теперь положение о классовой сущности партии, и рабочей партии. Рабочие партии. Вот, значит, буржуазные, мелкобуржуазные, Марина Петровна, мелкобуржуазные партии и рабочие партии. Но они выражают волю рабочего класса и других трудовых слоев общества. Ну, сейчас мы говорим, мы пытаемся сплотить всех наемных работников, считая их, ну, в определенной мере, или рабочим классом, или сторонниками. Ну и, соответственно, действует рабочая партия в интересах вот этих трудовых слоев. Значит, положение о классовой сущности партий. Так, подождите-ка. Вот так вот, смотрите. Положение о классовой сущности партии нельзя, правда, понимать упрощенно. Будто они в своей деятельности всегда выражают интересы только одного своего класса, слоя. Вот в действительности, в жизни, да, чтобы упрочить позиции в обществе, партии почти всегда вынуждены учитывать интересы и других групп населения, подчас целых блоков сил. Ну вот я вам говорил, значит, Единая Россия выступает якобы от лица всего населения, да, мы всех поддерживаем, ну, вот, социальное государство, мы поддерживаем бедных, многодетных и так далее. То есть они, в принципе, Путин хочет якобы вот сказать, что они поддерживают всех. Так? Ну, то же самое и другие партии. И даже мы говорим, что мы поддерживаем Народно-патриотический фронт. Да? Мы не поддерживаем, конечно, буржуазные слои, но мы вот эти вот широкие слои наемных работников, всех, кто недовольны существующей властью, кто стоит на платформе, по крайней мере, советской власти или социализма, мы всех их привлекаем и создаем народно-патриотический блок. То есть мы, в общем-то, берем шире, чем рабочий класс, там, допустим, промышленности или сельского пролетариата, берем шире, там, сферу услуг и так далее. Все наемные работники в той или иной мере мы их стараемся сделать сторонниками нашими. Так, теперь, и вот что говорится, да, что партии вынуждены данные интересы, то есть интересы своего класса, сочетать, привлекая к себе дополнительные категории людей. Вот я сейчас только что сказал, да. Однако это делается в конечном счете не во имя чужд. Да, иногда смыкаемся на выборах, иногда, ну, пытались, по-моему, даже договоренности, да, иногда с ЛДПР или с Справедливой Россией где-то состыковаться и там то ли выставить единого, ну, какого-то кандидата поддержать, или в целом выступить против Единой России по какому-то вопросу. Ну, иногда такое бывает. Но это не говорит о том, да, однако это делается, вот эти временные соглашения там, в конечном счете не во имя чуждых партиям интересов, да, а во имя интересов собственных классов и своего слоя. В общем, мы в любых там, союзах и так далее, мы все равно должны придерживаться в основном интересов и целей своего класса, то есть рабочего класса. Так, под руководством политических партий классы, слои стремятся так или иначе овладеть государственной властью, мы сказали, взять ее в свои руки, а затем
с помощью партии значит, стремится поставить государство себе на службу. Ну, это понятно, да? Вот об этом мы говорили. Все партии борются за власть, а власть должна потом работать в интересах тех классов, которые взяли эту власть. Так. Второй пункт называется так: партия рабочего класса в международном пролетарском движении. Вот как они возникали теперь. Вопрос к истории подходим, да? Вот. Путь рабочего класса к образованию своих партий был нелегким. Так? Это тоже такой длительный процесс. Поначалу пролетарское движение во всем мире носило сектантский характер. То есть существовали эти партии в виде множества различных мелких и мельчайших сект, групп, да? Вот. Значит, представители которых которые представляли собой замкнутые, легальные или тайные объединения, каждая из которых исповедовала свою отличную от других доктрину. Вот эти, у нас кружки были в стране, марксистские кружки. Ну, может, и другие кружки были разные, да, их тоже было очень много. Ну, у нас марксистские, это там уже единая как бы платформа была. А вот, значит, в Европе, когда возникли вот эти вот разные группировочки, группы, вот у них, главное, у всех доктрины какие-то вырабатывать. Иначе тогда и не могло быть, так говорит автор. Ибо условия освобождения пролетариата еще должным образом не созрели, ну это в первой половине 19 века, допустим, да, или там конец 18 века, не созрели к капиталистической действительности, а сам пролетариат не достиг еще нужного уровня развития, чтобы выступить как единый, осознавший себя и свои действия класс. Вот. Основатели и руководители различных сект недостаток данных условий и развития старались возместить выдумыванием фантастических картин и конструированием утопических планов общественного переустройства. Ну, в определенной мере это даже относится к утопистам еще. Ну, утописты, они там чуть не с 13 века, 14 появились, да? Вот. Ну, которые мечтали о золотом веке, мечтали, что вот можно построить на каком-то острове там образцовое общество и так далее. Так, теперь в их пропаганде и реализации, так, они усматривали единственное средство спасения и негативно относились ко всему, что исходило от других сект. То есть вот каждая секта формировала какой-то образ будущего и считали, что они правы. Ну, так, а другие нет. Поэтому различные секты обыкновенно враждовали между собой с не меньшим ожесточением, чем со своим общим врагом. Вот. Секты, отметили Маркс и Энгельс, представляли собой детство пролетарского движения, подобно тому, как астрология, вот мы сейчас все-таки интересуемся астрологией, да? Подобно тому, как астрология и алхимия представляли собой детство науки. Ну, это вот, скажем, такое сравнение они проводят. Так? Вот. Что было дальше? Однако постепенно, по мере обострения капиталистических противоречий и возмужания рабочего класса, его противостояние буржуазии освобождалось от сектантства и принимало более зрелые формы. Вот дальше, значит, приводит в качестве примера, да, это чертистское движение, чертизм. Ну, Англия тогда была одной из наиболее передовых капиталистических стран, одна из первых вступила на рельсы капитализма. Поэтому там быстрее развивался и рабочий класс, и буржуазия, и вообще вот эти вот противоречия. Кто такие чертисты? Чертизм. От слова хартия, да, латинского. Это массовое революционное движение английского пролетариата 30-х, 40-х годов 19 века. Движение, ну, понимаете, если раньше были секты маленькие, то чертисты это очень крупное уже объединенное такое движение. Оно выработало петиции, ну, свои требования в виде хартий, да, вот, в которых содержались основные требования трудящихся. Они активно боролись за принятие их властью, то есть они вот эти вот требования, помните, кровавое воскресенье, да, у нас 9 января 1905 года, народ тоже шел с петициями к царю. Вот, мол, царь-батюшка, пойди навстречу,
да, уменьши рабочий день там, и так далее. Да. Вот они то же самое, начали англичане. Они подавали разные петиции власти, боролись за то, чтобы власть их приняла и практически осуществила. Ну, это движение пережило период бурного подъема, так? Но затем, после вот как раз первой половины 19 века, особенно там в 1948 году, произошли во многих странах буржуазные революции, они потерпели поражение. Ну, там рабочий класс участвовал и так далее, да, Маркс и Энгельс участвовали. И после этого наступила реакция политическая. И все это привело к тому, что чертизм тоже начал постепенно слабеть и сошел на нет. Но Энгельс называл чертизм, чертистов, первой во всемирной истории, независимой от буржуазии, партии рабочего класса. Ну, это, правда, очень мощное движение. Так? Но он говорил, что это вот как партия. Так? Он отметил, да, Энгельс, что хотя чертисты и потерпели поражение, но их деятельность произвела на буржуазию такое впечатление, Марина Петровна, чертисты, так, что с тех пор буржуазия ценой постоянных уступок покупает продолжение своего перемирия с рабочими. То есть вот с тех пор, видимо, буржуазия начала подкупать рабочих. И вот появилась вот эта рабочая аристократия. Ну, чтобы рабочие опять не подняли движение типа чертизма, они их подкупали. Вот с этого времени. Англичане первые начали, а потом во всех странах подкупали рабочих. Да, переводили их на экономические какие-то. Ну, что они там требовали в петициях, власть-то поменять требовали или нет, не могу сказать. Скорее всего, были экономические требования. Дальше. Последующее развитие пролетарского движения стало проходить уже под постоянно растущим влиянием возникшего к тому времени, тоже вот к 40-м годам, марксистского учения. Оно содержало в себе то, чего рабочему классу до этого не хватало. Это ясное понимание законов исторического развития и путей преобразования капитализма в новый строй. Вот Маркс и Энгельс, они впервые действительно с научной точки зрения доказали, что история общества развивается вот по формациям, 5 формаций, и что неизбежно, капитализм неизбежно должен тоже сойти на нет, и должно победить в конечном итоге коммунистическая формация. Да? Вот они там диалектически и так далее, что человечество поднимается вверх, спиралевидно, повторяя себя, но все на более высшем уровне. Так, значит, и далее, значит, согласно выводам марксистского учения, данный строй означал уже не продукт прежних измышлений создателей, да, различных сект о совершенном общественном идеале, а был следствием научного понимания сущности, условий и целей борьбы, которые сообразно своей природе должен вести пролетариат. Ну, они вот отметили, что вот 5 формаций, но как они сменяются? Они сменяются, ну, там, конечно, в связи с развитием материального базиса, да, то есть развитие производительных сил и так далее, да, способ. Но они говорили, что главное все-таки средство смены одной формации другой – это классовая борьба. Вот в конечном итоге борьба рабовладельцев с рабами привела к тому, что и те, и другие сменились, перешли одни на феодальные рельсы или погибли, другие из рабов превратились в крестьян зависимых там, и так далее. Потом, значит, крестьяне постепенно, да, ну, что такое капитализм? Капитализм в значительной мере, на Западе же его называют индустриальное общество, то есть капитализм связан с развитием промышленности. Вот. Феодализм – это аграрная сфера преобладает, да? Главное средство богатства – это земля, крестьяне, которые принадлежат помещикам, феодалам. А теперь на первый план стала выходить промышленность, транспорт, другие технические достижения, и соответственно этому возникли новые классы предпринимателей разного рода, да, и рабочий класс, который ну, обслуживает в значительной мере эту буржуазию, ну и работает на этих фабриках, заводах и так далее. Так, теперь дальше смотрите, так. Ага. То есть вот Маркс и Энгельс, они впервые научно, значит, выработали картину мира, и самое главное, они дали рабочему классу ясную картину, что рабочий класс – это
могильщик капитализма, что это преобразователь общества, что он будет, вот благодаря рабочему классу, он как авангард общества, будет преобразовываться капитализм постепенно в социалистическую действительность, потом коммунистическую действительность. Да? Вот это вот они дали рабочему классу, и теперь более осознанно уже шла борьба. Так? И партии стали более осознанно работать. Так, сейчас вот дальше я вам тут скажу, да? Угу. Так. Вот. Надлежало соединить марксистское учение, вот это вот учение, которое они выработали, да, к выводам, к которые они пришли, с пролетарским движением. Вот этим потом Ленин будет тоже заниматься. То есть пролетариат-то, собственно говоря, это же большие массы людей, да, целый класс. Они-то, ну и безграмотные были, малограмотные были и так далее. То есть они марксистские труды-то не читали особо. И надо было вот это вот учение, значит, довести до рабочих. Ну, каким образом? Это разные формы были тогда. Вот, и кружки были, помните, Ленин тоже начинал с кружков там. Вот, и выступления, пропаганда, агитация началась там и так далее. Смотрите, так. Вот, ну, значит, надо было рабочее движение объединить, соединить с марксистским учением и направить его по нужному руслу. Вот. А это еще с большей настоятельностью, чем раньше, требовало образования партии рабочего класса. Ибо только под ее воздействием, да, и можно было решить указанные задачи. То есть вот кто мог довести марксистское учение до рабочих, до широких рабочих масс? Только партия. Вот коммунисты потом, они же будут вот работать и в нашей стране, и в других странах. Среди рабочих разных заводов и так далее, так, возникать ячейки и просвещать, постепенно просвещать рабочий класс, что вот он является не просто там угнетенным классом, а он могильщик капитализма, и он преобразователь общества, будущего общества. Так, прообразом такой самостоятельной пролетарской партии явился созданный Марксом и Энгельсом Союз коммунистов. Это первая международная, значит, коммунистическая организация пролетариата. Он возник в 1847 году на базе сплочения наиболее революционных элементов, значит, социалистического пролетарского движения различных стран. Ну, я тут чуть-чуть скажу. Значит, Союз коммунистов сначала назывался Союз справедливых. Так? Основали его, значит, немецкие рабочие эмигранты. Ну, Маркс и Энгельс вошли вот в эту организацию, а у них лозунг главный был, знаете какой? У них был главный лозунг «Все люди братья». Ну, может быть, отталкивались от французской революции. Помните, там свобода, равенство, братство. Известный лозунг. Вот. Но Маркс и Энгельс решили преобразовать вот эту организацию. Ну, в нее вошли потом не только немецкие, и другие рабочие и так далее, да, и рабочие, ремесленники входили и так далее. И вот они вошли в эту партию, начали ее преобразовывать. В конечном итоге, по-моему, то ли Маркс, то ли Энгельс предложили, давайте назовем ее не Союз справедливых, а Союз коммунистов. Согласились, да, ну, у них там вот были съезды или конгрессы, да. Потом, значит, вот участники вот этого союза, они предложили Марксу и Энгельсу подготовить программу. Мол, у нас, новая партия, нужна программа. И вот Маркс и Энгельс за несколько месяцев, они до этого уже много работали в этом направлении, Марина Петровна, за несколько месяцев. Молодой Маркс, ему было 30 лет, там даже 30 не исполнилось. Тихо. Значит, Энгельсу 28 было лет, 28-29 лет. Вот они, во-первых, познакомились, и как-то, знаете, и тот, и другой пришли к совместным выводам, к общим. Они вот очень близко друг друга понимали. Маркс-то он кто? Вот, чтобы так еще раз напомнить, да? Маркс, он выходец из семьи адвоката. Так? У него еврейская семья, да, еврейские корни у Маркса. Но его отец, значит, который был из семьи раввинов, раввины это священники, да, еврейские священники. Так,
Он хотел стать юристом, но не позволяли тогда законы в Германии. Надо было менять и веру, вот иудейскую веру надо было поменять. И он перешел в лютеранство, в протестантскую веру. И ему дали работать юристом. Он юрист, вот у него отец. Да? И потом, когда вот Маркс подрос, у Маркса, да, у них в семье много детей было, но в основном все дочери, девочки. Один Маркс, по-моему, старший, по-моему, чуть был. И вот отец на него надеялся, так, очень, и вот он ему помог поступить. Ну, направил его в Боннский университет сначала, Маркс, да, потом он перевелся в Берлинский университет. Ну, был очень способный же с молодых лет Маркс, поэтому вот мы ходим к памятнику Маркса, а там что написано? Там выдержка дана из его школьного сочинения. Он уже в школьном сочинении очень четко определил там, так, вот, что, как говорится, наибольшее счастье испытает тот человек, который, ну, как бы, поможет большему числу людей, ну, или всему человечеству. Ну, вот что-то вот в этом духе, вот такая вот у него фраза была, так. Вот. И вот он учился на юриста, но одновременно занимался философией, ну, там, вот видите, культуру, искусство изучал, культуру, да, вот он интересовался. Он писал стихи же в молодости, там. Сталин тоже писал, помните? Вот. Значит, да, теперь это самое. Экономикой в какой-то мере, ну, вот философия особенно. И уже в Берлине они там, ну, в то время вот шли поиски нового учения и так далее, да. Они там сначала были идеалистами же, и Маркс, и Энгельс, может быть, да. Потом, да, они познакомились с учением Гегеля. Гегель выработал диалектику же, да, вот. Но он как бы идеалист, Гегель-то. Он там, он говорил, что все там от абсолютной идеи, ну, фактически к Богу обращался, там, да. Вот, а Маркс и Энгельс овладели вот этой диалектикой, так, и сказали, что Гегель, он просто смотрит на мир, стоя на голове. Надо перевернуть его, поставить на ноги. И тогда он увидит действительность нормальными глазами. Вот. Потом Фейербах появился, ну, это вот материалисты. Они постепенно из идеалистов стали материалистами с помощью того же Фейербаха и так далее. Так? То есть Маркс и Энгельс, они не сразу стали коммунистами, вы что? Они тоже были сначала молодыми, в какой-то мере, значит, заблуждались, учились у более старших поколений. Гегель, Фейербах там, и другие, да, вот. И в конце концов, они потом, ну, они очень критически подходили ко всем этим ученым. И вот в конечном итоге они, значит, пришли к выводу, не только стали материалистами, но и вот в конечном итоге выработали учение научного коммунизма. Это вот очень молодые люди и вот очень талантливые. Это они вот пришли, представляете? Да, и историей занимался он. А как же без истории он мог сделать такие выводы? Да? Они историю тоже изучали. Вот. И Маркс закончил Берлинский университет, там защитил докторскую сразу защитил, чуть ли не по окончании университета, сразу докторскую защитил, так, вот, по философии. Ну, он там изучал древнегреческих, нет, у него там, подождите, да, древнегреческих философов, Эпикура и Демокрита, о них написал. И хотел работать в университете по окончании, ну, понятно, он получил степень доктора. Так, он собирался жениться. Вот, кстати, жена его дворянка, она из известного там дворянского рода, Вестфаленов, так, вот. Но, тем не менее, значит, вот они очень друг друга полюбили, и всю жизнь, конечно, это тоже вот такая была образцовая семья, да. Но они ждали 7 лет, чтобы обвенчаться. Вот они... Чтобы Маркс встал на ноги, чтобы он начал зарабатывать. А как он семью будет содержать-то? Но ему не дали работать в Боннском. Он хотел Боннский университет, там, доцентом устроиться или профессором, не знаю. А ему не разрешили, там как раз, ну, в общем, какие-то были обстоятельства. И он вынужден был даже эмигрировать. Уехал в Париж, там вот встретился с Энгельсом. Так, потом оттуда, они там начали, там началось в это время 47-48 год же, начались вот эти вот революционные движения, так, вот.
Они еще вернулись в Германии участвовали вот в этих революционных движениях. Маркс возглавил, он стал редактором газеты. Он, кстати, да, ему не разрешили работать в ВУЗе, тогда он стал в газете участвовать. Ну, стал редактором Рейнской газеты, так, потом Новая Рейнская газета. И он в этой газете так ее направил, что она очень популярна была, народ очень любил эту газету, но она выступала против феодальных тогда еще, как говорится, этих самых условий, которые были в Германии. В Германии еще королевская власть, еще, как говорится, Германия не объединена, в общем, такие феодальные всякие были пережитки и прочее. Вот он резко выступал против этого, так? Его сняли с работы, потому что в период вот как раз революции он еще более резко там газету проводил взгляды. В конечном итоге, я говорю, мигрировал, и вот его гоняли Маркса, он уже женат, из Франции в Бельгию, там тоже не дали спокойно жить полиции, и уехали в Англию. Англия, вообще-то, она, знаете, она, не знаю с каких времен, она является как бы убежищем для политэмигрантов. Они там вот почему-то этих политэмигрантов не трогают, не гоняют. А им, как говорится, может, англичане, они тоже дальновидные, может, им выгодно, что вот эти вот политэмигранты там в разных странах не дают спокойно жить, то есть ведут борьбу и так далее. А англичане этим пользуются. Вот, и так всю жизнь и прожил в Англии. А Энгельс, ну и там, я говорю, вот сейчас вот будем говорить, и Союз коммунистов, потом и Первый интернационал, там написан «Капитал», да, вот. Но жили они очень бедно, у него много детей, у Маркса было 6 детей, что 3 умерли, из них 2 парня, по-моему, при этом. Только 3 дочки выжили. И если бы не помощь Энгельса, то Маркс бы вообще там в нищете мог погибнуть, так, его дети. Потому что он был только публицистом, он писал только статьи в газеты, ну за это давали не очень большие деньги. Так. Вот он там в эту американскую газету писал. А Энгельс сын фабриканта, сын, в общем-то, капиталиста, да, из богатой семьи. Вот. И, кстати, отец его потом пристроил там работать в Лондоне на свою какую-то фабрику. Энгельс работал на фабрике, получал определенные деньги, конечно, хорошие, да, помогал Марксу. И тем не менее они с Марксом вырабатывали и развивали пролетарское рабочее учение. Он был, да, вот он сын капиталиста, а тот сын адвоката. Но они вот, как говорится, из таких просвещенных слоев, что ли. Но они первые поняли, конечно, это же надо было научно все изучить, вот, и выработать. Простой рабочий такого сделать не смог, конечно. Поэтому вот все идет от более, как говорится, таких интеллигентных слоев. Да? Так, теперь, и вот что дальше говорится. Вот говорится о том, что только партия могла, значит, распространить идеи в массы. Далее мы говорим, да, о Союзе коммунистов. Вот они написали за несколько, ну, буквально там за 1,5-2 месяца, по-моему, манифест коммунистической партии. Вы читали? Надо всем прочитать. Вот, смотрите, не устроив. Значит, как говорил Ленин, это небольшая брошюра, надо было ее принести. Она стоит целых томов ученых трудов всяких, так? Потому что они вот сумели в очень небольшом по объему документе изложить суть своего учения. Уже тогда они, в общем-то, основную суть, она так и осталась. Вот до сих пор же изучаем этот манифест коммунистической партии. И до сих пор, ну и Ленин говорил, что вот этот труд очень важен. И до сих пор мы считаем, что вот у Маркса и Энгельса что нужно в первую очередь? Манифест знать. Ну, на втором месте там «Капитал», наверное, да? Да. Вот. Ну, все остальные труды, там, конечно, у них трудов много, но прежде всего вот манифест, он во всем мире очень популярен. Принцип коммунизма еще. И «Капитал». Но «Капитал», конечно, это труд, это критика политической экономии. Вот даже товарищ Куличкин и так далее говорит, что очень сложно, конечно. Сложно, он говорит, сложно читать. Ну, читать Маркса, сложно читать Ленина, надо со словарями, говорит, со словарями сидеть и так далее, потому что там у них часто иностранные выражения идут и так далее, да.
А мол, Сталин пишет просто, более просто, его можно понять без всякого словаря. Да. Ну ладно, посмотрим. Так, но манифест коммунистической партии, там они разъясняют, значит, кто такие буржуазии, кто такие пролетарии. Кто такие пролетарии, кто такие коммунисты. Значит, чем занимаются коммунисты. Какие существуют другие партии, какое отношение у коммунистов к этим партиям того времени, еще 19 века. Так? И, в общем, вот об этом нам рассказывал покойный, значит, профессор Лазарь Степанович Филиппов. Да? Вот. Ну, до «Капитала» не знаю, мы дойдем или нет, это довольно сложное, конечно, произведение. Там первый том, там вообще 4 тома «Капитала», да? Маркс только первый том успел написать при своей жизни. Но накопил материалов еще на 2-3 тома. И Энгельс, как верный друг, продолжал вот, на основании его этих собранных развивать вот эту вот теорию, которую Маркс, но он ее начал там, критику политической экономии капитализма. И, ну, соответственно, там, исходя из «Капитала», там надо, конечно, делать выводы о том, какова должна быть политэкономия социализма. Ну, это, я говорю, это довольно сложное дело, но, тем не менее, может быть, дойдем до этого. Так, смотрите, дальше. Вот они написали вот этот манифест, а в уставе, вот, который тоже был подготовлен, этого союза, значит, главной целью, значит, союза они поставили свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов капиталистического общества и создание нового строя. Уже тогда, да, нового строя без классов и частной собственности. То есть тогда уже в уставе они написали вот этого первого, как говорится, союза коммунистов, что надо бороться за власть и уничтожать, ну, создавать новое общество бесклассовое и без частной собственности. Мы до сих пор с классами живем, без частной собственности и так далее. То есть у нас вся эта задача еще стоит. Дальше, вот я вам говорил, существовавший в пролетарском движении прежний довольно расплывчатый лозунг «все люди братья». Ну, это, знаете, это буржуазные, это вот буржуазные партии, Единая Россия и так далее, говорит, мы все едины, мы все и так далее, да, вот, мы все должны дружно выступить, там, сплотиться вокруг президента и так далее. Вот они тоже вот под этим видом пытаются одурачить народ, хотя и сейчас, ну, сейчас, конечно, другие немножко формы принимают, но все равно и сейчас существует буржуазия, класс капиталистов и рабочий класс, класс наемных работников, вот, которые противостоят друг другу. Вот они там могут вместе петь одни песни, там выступать, скажем, бессмертный полк, там в одном ходить, да, но на самом деле объективно они противостоят друг другу, да. Вот, теперь, так, и вот они заменили этот лозунг, да, более боевым призывом. По-моему, чуть не Энгельс предложил. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Во-первых, значит, здесь провозглашался международный и в то же время классовый характер деятельности этой организации. Да? Вот. И члены Союза коммунистов, они вот принимали участие активно в революционных событиях 1948 года, в том числе в Германии, вот особенно, да? Это Маркс и Энгельс непосредственно. Энгельс вообще воевал. Если Маркс, он в основном в газете, через газету выступал там против существующего строя и так далее, то Энгельс с оружием в руках на баррикадах участвовал. Он вообще военный теоретик в определенной мере, Энгельс, да? Потом он так военной историей тоже занимался. Так, ага. Но после того, как я говорю, вот все-таки буржуазии удалось задавить все эти революции, да, революционные выступления рабочего класса, да, началось преследование, аресты всех членов Союза, ну, которые участвовали. И поэтому Союз коммунистов в 1952 году был распущен. Ну, как говорится, такой наступил этап. А дальнейший этап в истории становления пролетарских партий связан с деятельностью Первого интернационала. Или, по-другому его называли, Международное товарищество рабочих. Да? Ну, мы привыкли, вот, Первый интернационал, да? Основанный под руководством Маркса и Энгельса в 1964 году. Вот. По сравнению с Союзом коммунистов, он представлял собой уже более массовое международное объединение пролетариев, секции которого действовали во многих странах.
Вот был Интернационал, его генеральный совет, который работал в Лондоне, да, и были секции во многих странах. Кстати, секция России, так, была создана. Там Герман Лопатин и так далее, ну, наши вот первые революционеры там принимали участие. Они просили Маркса возглавить русскую секцию Интернационал. Он согласился. Был такой факт. Так. Ага. Далее, служа центром, значит, сношения и сотрудничества между этими секциями, да, Интернационал вносил учение научного коммунизма в движение, направлял его усилия на отстаивание коренных интересов рабочего класса, трудящихся, обобщал и распространял опыт создания и действий революционных пролетарских организаций. Вот. Ну, они, кстати, вот, руководя Интернационалом, Маркс и Энгельс непримиримо боролись с имевшими в нем место рецидивами сектантства, мелкой буржуазии, оппортунистическими тенденциями. Так? Вот. Тут я, знаете, что должен сказать? Что в Интернационал потом вступил Бакунин, Михаил Бакунин, а это один из лидеров, основателей русского анархизма, который там эмигрировал в Европу и давай развивать анархические идеи. И он хотел захватить власть даже в Интернационале. Ну, там выборы, видимо, были, да, с Марксом. Вот он с Марксом боролся, да, с тем, чтобы прийти к власти и этот первый Интернационал сделать анархическим. Вот Маркс и Энгельс боролись, в том числе и с Бакунин такой очень влиятельный был революционер в свое время. С ним боролись, там, с другими, Прудом, всякие, в общем, были в то время такие сектантские, оппортунистические, ненаучные взгляды всякие и так далее. В той же Германии Лассаль, там, этот Прудон во Франции, кто-то в Англии, там, все они так или иначе отходили от марксизма и пытались развивать какие-то свои идеи, которые были далеки от научных. Или, по крайней мере, они вот, ну, были действительно не научные даже. Так? Теперь, важную роль деятели Интернационала сыграли в период героической Парижской коммуны. А после ее подавления Интернационал развернул международную кампанию протеста против кровавого террора французской буржуазии. Ну, Парижская коммуна, 1871 год. Значит, в это время, по-моему, уже шла война между Германией, Пруссией и Францией. И вот рабочие взяли и захватили власть в Париже. Значит, захватили всего на 70 с небольшим, 73 дня, что ли, всего продержались. Но они впервые объявили о власти рабочих в Париже, Парижская коммуна. Так? Но вот им помогали, Маркс и Энгельс им там определенные советы давали и так далее. Там участвовали, в том числе из России, участвовали деятели Интернационала в составе этой коммуны. Там одна из ошибок, знаете, какая была? Коммунары были очень все-таки гуманны и либеральны, можно сказать, да, по отношению к своим врагам. Они их арестовывали и выгоняли из страны просто. А надо было их сажать, по крайней мере, или даже там уничтожать. А вот когда придут контрреволюционеры, они никого не пожалеют. Ни детей, ни женщин, никого. Всех к стенке и всех там на улицах. Все улицы Парижа будут, как говорится, в трупах. И потом всех расстреляют. И вот поэтому, значит, кровавый террор. Маркс говорил, вот одна из ошибок, что надо все-таки контрреволюцию, с ней более жестко поступать и не давать ей, ну, возродиться, что ли, там, да. Вот. Ну, по крайней мере, арестовывать их, не выпускать. Они их выпускали, они их за границу отправляли, те собирались. Вот. И благодаря, ну, кстати, они там, благодаря, может быть, и немецким вот этим, Германия же, Пруссия победила в этой войне, да? И, ну, в общем, короче, коммунары, продержавшись 2 с небольшим месяца, потерпели поражение. Но, учитывая уроки Парижской коммуны и накопленный опыт революционного движения, значит, вот опыт, да, Интернационал на одной из своих конференций принял решение о необходимости создания в каждой стране теперь уже не секций, раньше секции были, а полноценных, вернее, полностью самостоятельных рабочих партий. Вот они на основе Парижской коммуны и так далее. У них партии не было, видимо, нормальной.
в Париже, которая могла бы все это организовать, да? Вот. Они предложили создать не секции, а партии. И далее, в условиях последующей затем сильнейшей политической реакции, ну, особенно после Парижской коммуны, да, деятельность интернационала фактически прекратилась. Официально он был распущен в 1876 году, значит, он просто существовал 12 лет, Первый интернационал. Так, но вот заложенные принципы Первого интернационала, да, вот, они потом будут использованы самостоятельными уже национальными рабочими партиями, которые решили создать Второй интернационал. Он будет создан, ну, в определенной мере, и Энгельс сыграл свою роль в то время, да, вот, под его, может быть, началом. В 1889 году, то есть еще через 13 лет, возник Второй интернационал, в 1889. Руководимый в начале Энгельсом, он на том этапе, вот пока был жив Энгельс, знаете сколько? С 89 по 95 год. Сколько это? 6 лет. 6 лет руководил Вторым интернационалом. За это время он активно способствовал, ну, продолжал традиции Первого интернационала, да, вот, активно способствовал распространению теории научного социализма, установлению и поддержанию постоянных тесных связей между рабочими партиями, собиранию сил пролетариата. Значит, и вот, говорят, в результате этого социалистические партии ряда европейских стран стали весьма значительной политической силой. Ну, Энгельс 75 лет прожил, Маркс вообще прожил 65 лет. Энгельс его как бы на 10 лет пережил, да, вот. И вот однако после кончины в 95 году Энгельса во Втором интернационале появились правооппортунистические, ревизионистские тенденции, так, окончательно возобладавшие в эпоху империализма, то есть к концу XIX века, ну и к началу Первой мировой войны. Носители этих оппортунистических течений, да, отрицали в марксизме главное. Вот при Марксе, при Энгельсе еще были революционные партии, то есть стояли за революцию, за, значит, переход, за свержение буржуазии, переход к социалистическому строю. А вот эти вот после Энгельса, да, пришедшие ревизионистские, оппортунистические партии, ну, в частности, в Германии, помните, там, Карл Каутский там и так далее, вот, они выветрили революционный дух. Вот почему потом Ленин создал партию большевиков? Он говорил, что вот эти вот все западные европейские страны, они все предали марксизм. Они перешли на реформистский путь. Они от революции отказались, а большевики нет. Так, смотрите, и вот он, революционный дух они стали отрицать. Они проповедовали, вот эти вот партии европейские, классовый мир. Вот сейчас тоже, давайте жить дружно, говорит Путин там и так далее. Давайте вместе решать там и так далее. И они проповедовали мирное врастание капитализма в социализм. Ну, потом появится теория конвергенции, уже в 20 веке, да, что вот где капитализм и социализм постепенно становятся все ближе, и возникает какое-то такое общее, что-то общее, да. Они ориентировали пролетариат на борьбу за реформы, а не за революцию, да. Вот реформы, которые не затрагивали сути капитализма. В итоге партии Второго интернационала из боевых организаций пролетариата превратились в партии социальных реформ, встали на соглашательские позиции. И поэтому, Марина Петровна, поэтому центр подлинно революционного движения к началу 20 века из Европы все больше перемещался в Россию. Почему? Потому что, ну, там Плеханов еще был. Вот, кстати, Плеханов был в какой-то мере, склонялся к этим европейским тенденциям, да, а Ленин на втором съезде, вот на следующей лекции будем говорить, на втором съезде он сказал, надо создавать новую партию, а не такую, как в Европе. Хватит это заигрывать с буржуазией и так далее. Мы должны быть революционерами. Так, ну вот на этом первую лекцию мы заканчиваем. Таким, в общем, если вывод сделать, да, что можно сказать? Что вот, значит, что партии это авангард того или иного класса или слоя, да, что партии в определенной мере где-то стали возникать чуть ли с рабовладельческого строя, там, да,
Вот. Ну, они тогда очень просто течения какие-то, может быть, были, да. Вот. То же самое в феодализме. Более четко политические партии появились только при капитализме. Когда появился, с одной стороны, капиталисты, буржуазия, с другой стороны, рабочий класс. Политические партии, мы сказали, имеют 5 признаков. Политические партии делятся на 3 типа. 3 типа: буржуазные, мелкобуржуазные и рабочие партии. И мы говорили о том, что вот все началось с сектантства, с мелких сект, даже в Европе. Да? Ну, это был начальный период развития капитализма. И потом дело подойдет к Союзу коммунистов, а от Союза коммунистов к Первому интернационалу, Первому и Второму интернационалу. Но Второй интернационал постепенно предал идеям Маркса и Энгельса и перешел на соглашательство с буржуазией. А Ленин продолжил. Вот. Ну, к сожалению, если так вот продолжать, да, мы тоже постепенно сдали позиции к 91 году, да, наши эти руководства же в основном партии, от него многое зависит. От партии, от авангарда, от ЦК. Но продолжает дело китайцы. Вот. Ну, китайцы, я надеюсь, не сдадут, а мы вернуть должны. Мы вернуть, европейцы должны вернуть себе позиции, которые когда-то они начинали.